Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие непредвиденные события ворвутся в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. В конце видео возьму для вас подсказочки, ответы, советы. В прошлый раз под видео много было пожеланий повторять такие подсказочки. Вот сегодня мы их обязательно сделаем. Так, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так много событий, очень много. Мои милые, отсыпка у нас общая. Имейте это в виду. Но помните, раз вы попали на это видео, здесь для вас есть важная информация. Начнем мы, пожалуй, с этих двух персонажей. Здесь совершенно, либо новый, либо юный человек окружит вас любовью, заботой и вниманием. У кого-то отыграется как действительно новое знакомство с кавалером, либо дамой младше, чем вы по возрасту. И человек будет вас всячески обхаживать в рамках, конечно, приличного, добиваться вашего внимания, и со всеми вытекающими. Для вас будет это очень непривычно. Вы не привыкли, чтобы за вами ухаживали, чтобы вас добивались, чтобы человек, мужчина вел себя как джентльмен. Либо для мужчины будет непривычно, что женщина добивается его внимания, его расположения. Я скажу так, вам понравится. То есть все-таки удовольствие вы от этого получите. Да, будут сомнения, да, будет какое-то недопонимание. Что ты такое, да, почему ты меня добиваешься, что ты во мне нашел, да я же старше, чем ты, да, либо там другие поводы найдете. Но в целом я вижу, что вы как раз цветете под этим вниманием, да, либо из-за этого внимания вы расцветете. Также, например, если вы мама, да, у вас есть ребенок, с кем у вас не клеились отношения, там переходный возраст, либо ребенок ваш вырос, живет своей семьей, не уделяет вам время, идет разительная перемена. От того, кто младше вас, да, идет любовь, ласка, забота, уход, помощь идет. Не напрягайтесь, не ищите подвоха. Знайте, что так должно быть. Так должно быть и так обязательно будет. Я вижу, что вам хорошо, я вижу, что вам приятно. И вот порыв, вот этот порыв, да, счастья, он прям над вами летает. Все будет замечательно. Так, идем дальше. Какой-то вам выбор предоставится. Выбор, который вас не на шутку напугает. Я могу предположить, что в вашей жизни крайне редко были ситуации выбора. Больше похоже, что вы привыкли, засучив рукава, добиваться, да, выбивать, добиваться, либо брать то, что вам дают, да, а тут прям целый выбор. И то хорошее, и то привлекательное, и то положительное. И у вас как глаза разбегаются, и такой внутренний ступор, да, а что же выбрать? А что же выбрать, чтобы не прогадать? А как же так, да? Как беспомощные вы стоите перед этим выбором. Сам по себе выбор очень хороший. То, что предлагается, просто нереально хорошее для вас. Но момент, как мне сделать этот выбор? Значит, совет очень простой. Не бойтесь прогадать. Идите туда, где вам будет легче, либо идите туда, где вам приятнее. Да? Ищите именно впечатлений. Не выгоду, не думайте не просчитывайте на 10 шагов вперед. Вот именно позитив,
легкость, туда идите. Вот что легче всего взять, получить, туда и идите. Поверьте, вы не пожалеете. Так, следующий момент. Здесь очень похоже на новое знакомство, на дружбу новую. Может быть, у вас появится новая коллега. Может быть, у вас появится новый сосед, соседка. Человек очень дружелюбный, очень открытый. И, знаете, много-много говорит, да, как говорят, болтушка, либо болтун. Вы человек спокойный, уравновешенный. Вы не привыкли понебратничать. А этот человечек очень простой. И вы и глазом не успеете моргнуть, когда человек вас приболтает, заболтает. И знаете, вам понравится. Вам это понравится, особенно если это по соседству новый человек, такой доброжелательный окажется. Знаете, как-то и приятнее станет, на душе приятнее вам станет. Здесь начало новой дружбы двух очень разноплановых людей. То есть, если ваш сосед, соседка, либо коллега будут болтушкой, болтуном, то вы, наоборот, очень такой размеренный, спокойный и молчаливый человек. Вы как друг друга уравновешивать будете. Но впереди вас ждет очень много интересного. Какие-то интересные события, даже какие-то приключения будут в вашей жизни. Вот как рука об руку идете, друг друга поддерживаете. Вам все будут удивляться. Удивляться тому, как такие разные люди, разные по темпераменту, по характеру, может быть, даже разные по возрасту. Вот как вы объединились, как вы подружились и насколько прочна ваша дружба. Вот это идет. Так, еще. Непредвиденный момент на работе со стороны руководства. Либо, если вы работаете сами на себя, может быть, у вас есть какой-то, допустим, да, там клиент, поставщик. Человек как-то себя очень некрасиво поведет по отношению к вам. Допустим, начальник не доплатит, да, не доплатит. Либо будет мягко, либо грубо намекать на то, чтобы вы уволились, там, недовольство высказывать вами. Клиент может там носом вертеть, либо ваш поставщик может брак вам поставлять. Какую-то свинью вам подсунет. Вот честное слово. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Я говорю то, что я вижу. Я вижу, что вы будете даже в какой-то момент в панике. Знаете, как все было ровно, гладко, и тут на тебе свинство на ровном месте. Причина, почему это происходит? Причина очень простая. Вас оклеветали, вас оговорили. Знаете, как в чем-то, возможно, даже обвинили. Человек вам не говорит, что он вас в чем-то подозревает, но при этом пытается от вас вот в такой форме, как избавиться, да, чтобы поменьше с вами контактировать. Вы, пожалуйста, ни в коем случае не нервничайте, не идите на поводу у ситуации, а прям за шиворот берите этого человека, хотите к стулу скотчем примотайте и разговаривайте, допытывайтесь, а почему ты ко мне поменялся, поменялась, почему такое отношение, чем я тебя так расстроила, что ты считаешь возможным в таком тоне, либо о таких вещах со мной общаться, да, либо не выполнять свои обязательства. Вы знаете, человек выскажет, и для вас будет шок. Для вас будет шок то, что про вас сказали, да, либо в чем вас обвинили. И второй момент, кто это сделал. Ведь тот, кто вас оболгал, да, оклеветал, вы к этому человеку очень хорошо относились, либо верили в этого человека, может, даже доверяли этому человеку. А человек, вот, видите, как поступил плохо, подленько поступил. Такое впечатление, что этот человек расчищал себе дорогу. Знаете, по голове по вашей хотел пройтись. При этом вас еще и притопить туда, в нечистоты окунуть. Да. Так что для кого-то идет вот такое неприятное раскрытие. Раскрытие недоброжелателя в окружении, я бы даже сказала, врага. Вот. Но с начальником, с тем поставщиком, клиентом вы, конечно же, все уладите, вы договоритесь. А главное, вот именно разговаривать. Мы же люди, мы должны разговаривать. Обидеться всегда можно, да, рубануть, порвать связи всегда можно. Но прежде чем это делать, постарайтесь выяснить все моменты. Иногда это очень полезно. По крайней мере, в этом случае так точно будет полезно.
Это как временное недопонимание, либо какой-то временный конфликт, допустим, да, который разрешится. Осадочек, конечно, останется, особенно по отношению к тому, кто вас оклеветал, кто вас подставил. Делайте выводы, принимайте соответствующие меры. Так, здесь у меня какой-то мужчина возвращается. Слушайте, еле ползет, спиной почему-то идет. Спиной идет и мешок, огромный мешок он с собой тащит. Я уж, извините, не знаю, откуда он возвращается, но от спиной. Может быть, он не знает, когда он вернется, либо вернется неожиданно для вас, да, как спиной, но очень много всего привезет. Либо денег много привезет, либо какого-то добра, каких-то материальных ценностей, но очень много, очень много. А что интересно, в этого человека практически никто не верил, кроме вас. Даже вы иногда сомневались. Ой, ну какой есть, да, какой есть. Вот. А человечек прям приедет на широкую ногу, тут и праздник будет, и гулянка будет, все будет. И все знать будут, да, там ваши родственники, соседи, все будут знать. Завидовать, конечно, будет страшно. Аж до слез кто-то будет завидовать. Да, знаете, такое состояние, до слез завидую. Но вреда вам я не вижу. Вижу вот прям праздник. Праздник от того, что этот человечек вернулся, да еще с таким вот багажом, с огромным мешком. Много привезет тут прям. И перечислять устанешь, что привезет. Так, идем дальше. У кого-то идет знакомство. Причем знакомство в каком-то очень необычном, да, и неподходящем месте для знакомства. Место. Там очень много людей, либо люди какие-то проблемные, либо с проблемами, да, вот со своими мыслями, с тяжелыми мыслями. Вы там познакомитесь. Женщина познакомится с мужчиной. Мужчина как с картинки будет очень красивый. А женщина, она как бы не готовится. Она не готовится к знакомству. Она идет по своим вопросам, проблемам. Может быть, работает она в таком учреждении, организации. И тут трах-бах, и вот она, картинка ожила. Вы такой типаж, либо такой образ где-то видели. Может быть, в сериале, может быть, в журнале, может быть, на постере рекламном. Вы просто обалдеете. Вот насколько этот мужчина будет красивый. Вот необычная красота какая-то идет, привлекательный, безумно привлекательный. И вы знаете, он прям сам проявит инициативу. Во-первых, вы познакомитесь по его инициативе. Во-вторых, обменяетесь контактами. Это как в сказке, да, как в сказке, либо как в сериале произойдет. У вас такие прям впечатления, драйв идет. Всем подружкам расскажете, вам никто верить не будет. Боже мой, тут целая эпопея идет. Значит, девочки, мужчина хороший, мужчина очень хороший, но как-то не получится сразу отношения построить. Либо нужно будет что-то преодолеть мужчине, чтобы с вами отношения построить. Может, вы и замужняя дама, да? Замужняя, либо он женатый мужчина. Здесь не просто будет. Но, как говорят, желание и труд все перетрут. Помните это, пожалуйста. Красивый. Прям показали, что он очень-очень красивый. Так. Здесь кто-то за вас заступится. Прям заступится человек. И даже, возможно, видите, от этого острого, не знаю, зуба, клыка, либо пика такого, да, острого, человек вас своим телом закроет. Человек либо мало знакомый вам, либо человек, который, скажем так, не питал к вам прям такие уж теплые чувства. У вас тут тройной шок идет. Во-первых, вы не ждали этого пика, да, с правой тем более стороны. Это какой-то подвох, скорее всего, либо какая-то ваша невнимательность, может, действительно что-то пропустили. Второй момент. Вы не ждали, что этот человек с собой прикроет. И третий момент. Для вас будет шок, его мотив. Да, почему этот человек это сделал. Я честно вам скажу, мне мотив не показали.
Мне его показали, видите, бубновой массе. Но это шанс, это то, что взрывает мозг, это то, знаете, ну, как на чудо похоже, да. Вот. Придется вам не раз удивиться, придется вам не раз восхититься и даже какие-то свои мысли, понятия пересмотреть. Так что, мои хорошие, вот придет помощь, защита от того, от кого совершенно не ждете. Такой благородный поступок человек совершит, очень благородный. Так, а здесь у меня дельфин, у вас прям над головой дельфин, а внизу, видите, бубновая масть вышла. Бубновая масть. Смотрите, либо кто юн, особенно мужчины, молодые мужчины, это как удача идет, удача, фарт, везение, знаете, такой прям драйв идет, человек на нервах, и вот все получается, это безумие счастья, безумие, вот, может быть, выигрыша, да, что-то очень необычное произойдет. Это может быть ваш сын, либо если вы очень молодая женщина, да, у вас такое произойдет. Так, дальше, мои хорошие. Здесь у вас два дельфина. Один побольше, другой поменьше. И знак бубновой масти. Ну, бубна у нас вообще отвечает за деньги и отвечает за везение, за удачу, за перспективы, так я бы сказала. Я так понимаю, что это для семьи, то есть когда двое, да, муж с женой, либо мать с ребенком, отец с ребенком. Для двоих идет счастливый случай везения. Причем настолько это будет неожиданно, настолько это будет, знаете, как на ровном месте, что в это будет сложно поверить. Я вас хочу попросить лишь только об одном. Если вы понимаете, что вам повезло, что вам улыбнулась удача, не надо проходить мимо, и стоит потратить несколько минут своего драгоценного времени, чтобы этот выигрыш, эту удачу взять в свои руки. Она не дается кому-то одному из вас, это на двоих дается. На двоих, именно на двоих. Так, еще лошадь у вас прям тут в уголочке прищемилась. У вас лошадка выходит, которая встала на задние ноги. Лошадка. Ну, какая-то работа, горячая работа, прям просится. Знаете, вот такое впечатление, что у вас работы нет. Либо работа у вас, ну, допустим, не очень, да, не нравится. А по вот этой лошадке либо очень много работы будет, да, вот прям придется как с головой да в омут в эту работу окунуться и попахать, как говорится. Либо у вас идет приглашение туда, о чем вы мечтали. Ну, допустим, вы каждый день проходите мимо какого-нибудь там крутого, красивого офиса, видите сотрудников этого офиса, какие они все там нарядные, с дресс-кодом, с какой-то униформой красивой. Вы знаете, что там сотрудники зарабатывают высокую зарплату, к ним очень хорошо, уважительно относятся. И это было вашей мечтой, да? Вот вы понимали, вот как бы хорошо было бы мне там работать, либо ох, если бы я там могла работать, либо мог работать. Да? Возможно, что вас оттуда именно и пригласят на собеседование, либо будут предлагать вам контракт. Как будто бы мечта ваша о работе исполнится. Так что, мои хорошие, работа будет много, и работа вам будет очень нравиться. Так, и еще важный момент. Важный момент касается ваших желаний. Будьте поосторожнее со своими желаниями. Кто-то из вас прям поймает себя на мысли, что мои слова материализуются. Ну, допустим, вы на хорошее говорите хорошее происходит. Либо вы говорите, да, ну нет, не получится, не случится, и оно не происходит. То есть ваше желание, ваши слова, они материализуются. Будьте поаккуратней, будьте всегда на позитиве, говорите только в положительном ключе, особенно за себя, за своих близких. Ну и, конечно же, желайте лучшего. Поверьте, вот идет момент, когда ваши слова будут воплощаться. Вот прям как сказали, так и будет. У кого-то это будет сверхинтуиция, да, когда человек предчувствует, предсказывает, а у кого-то прям как дар привлекать,
посредством слов исполнения в свою жизнь. Так что плохого не думаем, думаем только о хорошем. Так, мои милые, давайте теперь посмотрим на оракулах. Загадайте, пожалуйста, на свою ситуацию, на свою мечту, на свое желание. Вы можете загадать несколько вопросов, задать несколько вопросов, загадать несколько желаний. Давайте посмотрим. Первый, второй и третий. Выбирайте интуитивно, либо просто ткните пальцем. Если вам нужно время, поставьте видео на паузу и не спеша выбирайте. Если вы уже готовы, сделали свой выбор, давайте начнем. Так, первый вариант. Временные трудности и испытания. Сохраняйте достоинство и не теряйте из виду цель. Мои хорошие, временные трудности и испытания делают нас только сильнее. Главное, что вам дается совет, все равно наперекор, вопреки тому, что происходит, все равно идти к своей цели. Так, второй вариант. Вы получите все благодаря усердию, трудолюбию, дисциплине и поддержке судьбы. Мои хорошие, поработать, надо блеснуть, и судьба вас не обидит. Так, третий вариант. Вы живете в мире иллюзий и строите воздушные замки, но у судьбы не хватает материала для их возведения. Возможно, вам следует пересмотреть ваше желание, либо пересмотреть свою мечту. Либо наоборот, выбрать прям из всех ваших хотелок самую основную и приложить все усилия, все возможности, все жизненные силы на исполнение именно этой мечты. Судьба вас обязательно услышит. Для меня это предсказание, знаете, из серии рассыпаться по мелочам, да, неумение сфокусироваться, либо слишком много разноплановых желаний и хотелок. Нету фокуса, нету усилия, нету запроса. Поэтому, видите, как вот такой ответ вам вышел. Не расстраивайтесь, у кого ответ негативный. Я считаю, что лучше знать правду, лучше иметь хорошую, добрую подсказку, которая поможет повлиять на ситуацию, поможет добиться своей цели и исполнить мечту, желание. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.